Друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про помощь Соединенных Штатов Америки Кыргызстану. Мы взяли официальную информацию с сайта Организации экономического сотрудничества и развития ОСР. Общие поступления от США к Кыргызстану с 2015 по 2021 год составляют более 347 миллионов долларов США. Ежегодно примерно почти около 45-50 миллионов долларов США. Также Соединенные Штаты Америки помогают через международные финансовые институты. Основными акционерами Соединенные Штаты состоят во Всемирном банке, в группе Всемирного банка, таких как МАР и другие, через Международный валютный фонд и через Азиатский банк развития. Хотелось бы отметить, что в 2015 году было постановление правительства КР о денонсации соглашения между правительством КР и правительством Соединенных Штатов Америки. И сразу после денонсации был пресс-релиз в ответ на денонсацию, да, где Соединенные Штаты отмечали, что США одной из первых стран признали независимость КР и с тех пор оказали помощь в размере 2 миллиардов долларов США, чтобы поддержать переход Кыргызстана к демократии. Также в этом пресс-релизе указывалось, что Соединенные Штаты Америки через USAID помогали в сектор здравоохранения, в сельское хозяйство, образование, инфраструктура, в экономическое развитие и также безопасность. Давайте остановимся на некоторых программах и проектах USAID. В 2008 году было соглашение USAID с администрацией президента КР. Была программа, целью которого являлось упрочение верховенства закона и сдерживание коррупции с фокусом на сокращение коррупции и повышение профессионализма в судебных и правоохранительных органах, а также в системе уголовного производства. Общая сумма этой программы составила около 16 миллионов долларов США. Здесь было 4 компонента: да, судебная реформа, правоохранительные органы, уголовное расследование и судопроизводство и программа контроля и оценки. Как я уже сказала, общая сумма программы составляла около 16 миллионов долларов США. И то, что сейчас у нас в Кыргызстане есть Совет судей, это вот тоже благодаря этой программе. Также есть 5-летние программы USAID, это как Агросода, конкурентное предприятие. Агросода с 2020 по 2025 год, общий бюджет 15 миллионов долларов. Конкурентное предприятие, этот проект завершился в этом году, 2023. Общий проект бюджета составлял более 22 миллионов долларов США. Также проекты успешный IMAC с 2016 по 2021 год общий бюджет составлял 9,5 миллионов долларов США. Проект «Инициатива по развитию бизнеса» – это 4-летний проект с общим бюджетом около 20 миллионов долларов США. Также были проекты по питанию и другие проекты. Сейчас в профиле USAID значатся такие направления, как здравоохранение и образование, экономическое развитие и демократия и госуправление. В совокупности, если посчитать по открытым источникам, да, если до 2015 года из пресс-релиза указывали, что около 2 миллиардов долларов была помощь США, да, также через международные финансовые институты и
если добавить также данные ОСР с 2015 по 2021 год, около 348 миллионов долларов США, да, то в совокупности помощь Соединенных Штатов Америки за 30 лет практически стоит на первом месте. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание.